Очистка сточных вод, прежде чем пустить их в водоемы, как целый комплекс мероприятий, в первую очередь направлен на экологическую безопасность окружающей среды. Очистку должны проводить на специальных сооружениях. К примеру, вот этот объект по улице Менделеева на окраине Сунжи не способен выполнять свою функциональную роль. Сооружение расположено по улице Менделеева, города Сунжи, к которому подсоединены микрорайон, новый микрорайон в районе пруда. И вот садик, школа, и вот сзади там скорая помощь тоже подсоединены к этим очистным сооружениям. Ну, данные очистные сооружения не соответствуют нормам, правил, которые они должны были быть. Но она не очищает. После очистки сброс, когда осуществляется с превышением предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. Всего в городе 2 очистных сооружения, отмечают в Росприроднадзоре. И оба неисправны. В Сунже нет централизованного, то есть общего объекта. Согласно новым изменениям 416 статьи Федерального закона о водоснабжении и водоотведении, должны строиться локальные очистные, которые уже будут соединены с главными городскими сооружениями. В связи с этим в Сунже ожидают положительных изменений. Сейчас в городе Сунжи запланировано в 2022 году, там проект на 3 года, строить общие очистные сооружения городские, куда будет подсоединено сельское поселение Троицкое и Карабулак будет подсоединен. Да, централизованное будет. Уже общие очистные сооружения, кто будет юридическое лицо, на чем балансе будет это учреждение стоять, они уже будут с ними заключать договор по водоотведению. И согласно в этом договоре должны указываться те загрязняющие вещества, которые это очистные сооружения может очистить. Информацию доводят и до предпринимателей. Законодательство о санитарно-эпидемиологическом урегулировании претерпело ряд изменений. Так, в каждых торговых центрах или домах должны быть созданы условия для соблюдения гигиены как посетителей, так и работников. Наличие горячей и теплой воды обязательно. Это что касается водоснабжения. С водоотведением также все предельно ясно, объяснили в Роспотребнадзоре. В вопросах водоотведения требования к торговым объектам они очень лаконичны, и суть в том, что в каждом торговом объекте должно быть оборудовано локальное очистное сооружение. При отсутствии централизованной канализации должны быть оборудованы локальные очистные сооружения, чтобы сточные воды, если есть возможность сброса дальше с этих локальных сооружений, осуществляется сброс, если нету, то после очистки вода вывозится. В законодательстве прописаны нормы и правила организации водоотведения, согласно которым исключается загрязнение окружающей среды. Значимость очистных сооружений для экологической безопасности невероятно велика. Принцип их работы основан на биологической очистке воды, благодаря которой удаляются соединения азота, а также максимально возможное количество органических соединений. Это все пример того, как должно быть. На очистных сооружениях Карабулака с этим дела также обстоят не лучше, чем в Сунже. Данное очистное сооружение механическую очистку делает, а вот биологическую, и это она не осуществляет, не функционирует в должном мере. При отборе проб нами в прошлом году и в этом году установлено превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, которые допускается сброс в реку Сунжи. Соответственно, с этих очистных сооружений ведется сброс в реку Сунжи. И вот за данное нарушение мы, балансодержатели данных этой группы Ингуш регион водоканал, принимались неоднократно меры по статье 8.13 за загрязнение водного объекта. А чем это чревато для загрязнения окружающей среды? Окружающей среды это загрязнение водного объекта идет, который в дальнейшем с этих очистных сооружений питаются как-то рыбы, фауна, также люди купаются, поэтому это и нам плохо, и всем плохо. Как рассказали в Росприроднадзоре, ситуация с карабулакскими очистными сооружениями близится к исправлению. Выдано соответствующее предписание Ингуш регион водоканалу. Адам Мережков, Адам Далаков. Новости 24.